добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск. Сегодня в начале о главных событиях 1 марта. Инспекционный объезд по строящимся объектам инвестпрограммы. В республику прибыл замминистра Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Адресная помощь жителям. Председатель парламента заверяет, из обратившихся никто не останется без внимания. Исполнены песни как на остинском, так и на русском и абхазском языках. В столице прошел концерт Государственного детского хора мальчиков при президенте. В республику с рабочим визитом прибыл заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. Вместе с председателем правительства Эриком Пухаевым были осмотрены строящиеся объекты в рамках инвестпрограммы. Марьяна Чочиева продолжит. Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, прибывший в Южную Осетию с рабочим визитом, совершил инспекционный объезд по объектам, строящимся в рамках инвестиционной программы. Российский чиновник вместе с другими участниками объезда осмотрел здание университета. Руководитель подрядной организации, которая занимается строительством университета, доложил российскому чиновнику, что работы на объекте завершены, осталось убрать помещение. Но и эти работы, как заверил подрядчик, будут завершены в течение недели. Ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев в свою очередь отметил, что 12 марта здание будет готово принять студентов. По большому счету, я думаю, что 12 марта с этой периодом здесь они порядок и нашли очень. Будем работать и в выходные, и в праздники. Это мартовские праздники и так далее. До конца недели здесь все будет чисто. Я вам гарантирую. Далее участники объезда посетили здание Госдрамтеатра, обсудили вопросы, связанные с завершением работ на этом объекте. На данный момент идет работа в зрительном зале и по налаживанию технической составляющей сцены. Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце апреля текущего года. Есть динамика по тем объектам, которые мы посмотрели, причем динамика положительная, и это, безусловно, радует. Есть проблемы, требующие такого серьезного комплексного подхода, и очень приятно видеть прямую заинтересованность руководства республики, непосредственно участие руководителей в решении тех либо иных проблем. Марьяна Чочиева, Зарина Кочиева, Алим БТФ. Информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов принял заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игоря Кошина. Были обсуждены вопросы начала реализации инвестиционной программы на 2018-2019 годы. Всего на эти годы внесено 44 объекта. Было отмечено, что инвестпрограмма прошлого года выполнена на 90%. Все подробности у Розы Тедеевой. Много задач, много планов, направленных на развитие инфраструктуры в республике, и мы должны их выполнить, отметил глава государства, приветствуя заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игоря Кошина. Делегация Минкавказа прибыла в нашу республику проработать вопросы начала реализации инвестиционной программы на 2018-2019 годы. Много задач, амбициозных, хороших, которые направлены на улучшение жизнедеятельности людей Республики Южная Осетия, которые направлены на развитие инфраструктуры, развитие здравоохранения, образования, практически все сферы жизни. Затрагивает инвестпрограмма, которую мы реализуем в 2018-2019 году, и, конечно же, ваше непосредственное участие в этих проектах дает уверенность в том, что те задачи, которые поставлены нами, народом, государством, они будут выполняться, причем выполняться качественно и в срок. На строительных объектах наблюдается динамика, рассказал о своих наблюдениях после визита на стройплощадке Игорь Кошин. Плоды от реализации мероприятий инвестиционной программы жители республики должны видеть и чувствовать ежедневно, отметил руководитель делегации Минкавказа. Мы с утра посмотрели ряд объектов, присутствует определенная динамика, причем динамика положительная, и, безусловно, в этом большая ваша личная заслуга вашего кабинета министров, потому что когда люди персонально занимаются теми или иными объектами, конечно же, есть определенный результат. Есть вопросы, вы правильно отметили, вопросы инфраструктурного развития, которые требуют все-таки такого более
комплексного и более ответственного подхода. И здесь, я думаю, что мы с вами вместе рассмотрим разные варианты их реализации, но то, что решать проблемы с инфраструктурой необходимо, и эти вопросы в первую очередь ставит население, вы это знаете гораздо лучше, чем я. Поэтому наша основная задача – помогать вам по всем этим направлениям. Я уверен, что вместе мы решим поставленные задачи, которые ставят прежде всего население Республики Южная Осетия. На 18-19 годы в инвестиционную программу внесено 44 объекта общей стоимостью более 2 миллиардов рублей. О самых ключевых из них рассказал в своем докладе министр строительства Эдуард Загоев во время совещания в расширенном формате. В соответствии с решениями межправительственной комиссии к завершению в 18-19 годах были определены следующие объекты строительства. Это строительство и реконструкция сетей водоснабжения и канализации в поселке Ленигоры в Ленигорском районе, Республиканский родильный дом с гинекологическим отделением, Ленигорская общеобразовательная русская школа, капремонт комплекса зданий резиденции президента в поселке Джава, строительство жилых домов в районе улицы Героев и строительство жилого дома по улице Братьев Дубаевых. Одна из основных позиций в инвестпрограмме отведена прокладке коммуникаций и инженерных сетей. Есть объекты, завершение строительства которых было перенесено на этот год, и они будут завершены, отметил Эдуард Загоев. Министр строительства республики ознакомил собравшихся с графиком строительных работ новых объектов. На совещании особое внимание было уделено сдаче объектов, строительство которых было перенесено на этот год. Это строительство медико-социального центра. На данном объекте работы ведутся по графику, и работы завершаются по самому зданию, работы завершаются в конце апреля текущего года, и благоустройство территории прилегающие завершается в июне месяце. Далее это строительство сетей водоснабжения и канализации в поселке Ленигоры и Ленигорском районе. По графику окончания работ по этому объекту конец марта текущего года. Далее строительство жилых домов в районе улицы Героев. Работы идут по графику и заканчиваются в соответствии с графиком в августе текущего года. Капитальный ремонт комплекса зданий существующего противотуберкулезного диспансера, окончание работ в апреле месяце по графику. Работы в соответствии с графиком идут, они по срокам не нарушаются. И капитальный ремонт комплекса зданий резиденции президента республики в поселке Джава. По графику работы планируется закончить в сентябре месяце текущего года. Там работы тоже идут по графику, не нарушается график. В перечне незавершенных объектов Государственный драматический театр. Его строительство было перенесено неоднократно. Последние обозначенные сроки – конец апреля. Президент поручил до 7 числа решить все вопросы, которые тормозят процесс завершения, и представить отчет. До 7 числа все проблемные вопросы, касающиеся одежды сцены, рабочих, рабочей документации по фонтану, до 7 числа включительно, имеется в виду до 7 числа, вы все это завершаете, и окончательный доклад вы делаете 12-го, в первый рабочий день. В целом, подводя итоги представленному докладу Минстроя, Анатолий Бибилов отметил, что инвестиционная программа прошлого года выполнена на 90%. Программа 15-17 года, она фактически идет к завершению. Надо отметить, что в 2017 году программа выполнена на 90%. Это надо отмечать. Это, я считаю, что очень позитивный момент. Все остальные переходящие объекты, они не из бухты-барахты переходящие, они запланированные переходящие, я так понимаю, да? Запланированные переходящие, которые мы определили на межправительственной комиссии, которые должны быть завершены фактически в первом полугодии 2018 года. На второе полугодие 2018 года уже ничего не должно перейти. В том числе и театр, в том числе и сети Ленигорского района, школа Ленигорского района, в том числе и медико-социальный центр. Все это должно завершиться в течение вот этих оставшихся 4 месяцев. Председателю правительства было поручено ежедневно контролировать процесс работ на объектах и своевременно решать возникающие проблемы. Расширенное совещание было продолжено в закрытом формате. После совещания президент и Игорь Кошин посетили кладбище на территории 5-й школы. К мемориалу павших были возложены цветы. Роза Тедеева, Азамат Кудзеев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.
По следам обращений от граждан. На телевидении с просьбой осветить их проблему обратилась семья Кулумбеговых. С августа 2008 года их дом остается разрушенным, и они вынуждены жить в съемной квартире. За помощью они обратились и в парламент республики. Здесь жителям из средств парламентской партии «Единая Осетия» оказывается адресная помощь. Елена Газаева с подробностями. Регулярно в парламент республики обращаются десятки граждан. Всех объединяет то, что сами они не в силах справиться с возникшими проблемами. Председатель парламента Петр Гассиев ведет специальный журнал, по которому идет адресная помощь всем обратившимся. Как отметил сам Гассиев, оказываемая помощь идет из средств парламентской партии «Единая Осетия». Мы наблюдаем, что вы принимаете граждан и по каким вопросам наиболее часто бывают обращения, что больше всего людей волнует и как будут решаться эти вопросы? Обращений много, но они самые разнообразные, в самых разных сферах, начиная от каких-то решения каких-то юридических проблем, медицинских и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, очень много социальных вопросов. И помощь будет только нарастать. Мы не собираемся прекращать работу партии ни до выборов, ни после выборов, никогда вообще. Также приоритетным является возвращение граждан Южной Осетии из России. Будут создаваться условия для этих граждан. Не менее важным является и возрождение села. На этой неделе в числе обратившихся к председателю парламента Наталья Габараева. Ее дом с августа 2008 года остается разрушенным. Семья вынуждена жить в съемной квартире. Хождение по всевозможным инстанциям за долгие 10 лет не дали никакого результата. Последней надеждой наравне с парламентом стало обращение на государственное телевидение. Как нам жить в этом доме? Он полностью разрушен. Мы писали на имя всех предыдущих президентов с просьбой помочь в строительстве дома. Но ответ каждый раз один – нет в бюджете денег. Во время войны разрушился наш дом. Даже снаряд еще в доме. Нужны саперы, чтобы узнать, опасен он еще или нет. В парламенте нам пообещали помочь. Мы надеемся, что в скором времени разрешится наша проблема. Война 2008 года остается не только в памяти жителей республики, о ней напоминают и разрушенные здания, которые по сей день остаются невосстановленными. Это один из тех домов, которые должны были восстановить после августа 2008 года. Там было прямое попадание. Насколько я знаю, снаряд до сих пор находится в доме. Все поврежденные дома после 2008 года, таких домов очень много. И люди ходят буквально толпами, чтобы им помогли в восстановлении своих домов. Что касается вот этого дома непосредственно в Гуджабауре, там такой вопрос. Дом непригоден для проживания и непригоден для восстановления. Его нужно сносить и строить новый. Разумеется, это деньги, большие деньги, которые мы сейчас в данный момент не располагаем. Там было достигнуто некоторое соглашение о том, что мы временно поставим вагон, в котором они начнут жить. Жилой вагон, теплый, отапливаемый, со светом и так далее, и так далее. Жить в нем можно. И, значит, будем следить за этим. Если эти люди, как и обещали, значит, вернутся из Владикавказа сюда на постоянное место проживания и будут проживать в этом вагоне, потом мы в дальнейшем поднимем вопрос о восстановлении уже и дома тоже. Как заверил председатель парламента Петр Гассиев, никто из обратившихся за помощью не останется без внимания. Елена Газаева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Антиосетинская вакханалия, развернутая в Грузии в связи со смертью Арчила Татунашвили, достигла рекордной отметки. Сегодня в Грузии перекрывают дороги, открыто высказывают угрозы в адрес Южной Осетии и Абхазии, продолжают навязывать совершенно абсурдные обвинения России в оккупации. Напомним, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили, подозреваемый в геноциде южных осетин, скончался в Цхинвальской больнице. Ранее он был задержан правоохранительными органами в поселке Ленингор. Сегодня глава администрации Ленингорского района сделал заявление по этой теме. Сегодня глава администрации Ленингорского района Филипп Хачиров обратился к жителям района с официальным заявлением. Как известно, после смерти жителя района Арчила Татунашвили ситуация в районе остается напряженной. Также он нагнетается и со стороны грузинских СМИ. По словам Филиппа Хачирова, в его адрес поступают прямые угрозы. Грузия обвиняет его в подготовке убийства. В начале заявления он выразил соболезнования семье погибшего. Я выражаю свои соболезнования семье, родным и близким умершего Татунашвили Арчила. Уважаемые мои сограждане, вот уже несколько дней подряд
разные телеканалы тбилисского телевидения усиленно комментируют случившуюся трагедию смерти Татунашвили Арчила. Они заявляют, что глава администрации Лениногорского района является участником и прямым виновным произошедшей трагедии. При этом для таких обвинительных заявлений тбилисское телевидение не имеет никаких оснований, ни юридических, ни моральных. Филипп Хачиров подчеркнул, что все заявления со стороны грузинских СМИ являются спланированной провокацией. Несомненно, что трагическое происшествие должно быть расследовано максимально объективно. Только тогда следует определять виновного и предъявлять обвинение. Со своей стороны я заявляю, что передачи тбилисского телевидения, где в мой адрес звучат обвинения, являются спланированной провокацией. Целью провокации является дискредитация главы района, настроить лениногорскую общественность против него. Хачиров подчеркнул, что общественность не должна поддаваться на провокации. Следствие в конечном итоге даст точные результаты, и правда будет установлена. Заявляю также, что глава района не может выполнять функции ни спецслужб, ни других специальных органов, решать вопросы, связанные с их работой, потому что они никак не входят в его компетенцию, в его полномочия. Мои полномочия – совершенно другая сфера деятельности. И специальные органы и организации никакую обязанность передо мной не несут при выполнении своих задач. Вместе с тем, они ни в каком административном и служебном подчинении главы района не состоят. Я уверен, что правда произошедшей трагедии будет установлена и обнародована, чтобы не было необоснованных обвинений, в чей бы адрес они не были направлены. Напомним, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили был задержан по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности и в причастности к убийствам мирных жителей в период военной агрессии Грузии против Южной Осетии. Сергей Кочиев, Регина Черткоева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. На площадке Международного информационного агентства «Спутник» состоялся брифинг, посвященный найденному в поселке Ленингор самодельному дистанционному взрывному устройству. Как сообщила председатель Государственного комитета информации и печати Мария Кутаева, устройство было обнаружено жителями поселка, и они сразу сообщили об этом в правоохранительные органы. На данный момент ведутся следственные мероприятия, и в целях безопасности именно обнаруживших устройство не разглашаются. В настоящий момент госконтролем готовится брифинг с более подробной информацией. Взрывное устройство представляло из себя куски магнитов, взрывчатое вещество, провода, и все это было соединено, скреплено между собой изолентами к мобильному телефону. Все это было прикреплено. Мост, под которым было обнаружено взрывное устройство, он единственный, который соединяет Ленингор с остальной частью нашей республики. Он пролегает через реку Ксан, и это устройство было обнаружено вот у одной из опор моста, то есть с целью того, чтобы, скорее всего, этот мост рухнул. Вот. Ну, предположительно, нельзя вот не увязать, наверное, последние события и вот с арестом Татунашвили, и планируемые им диверсии в преддверии выборов президента в Южной Осетии, и обнаруженное вот это
взрывное устройство. Скорее всего, не исключено, что это взрывное устройство, обнаружение его, связаны с самим Татунашвили, потому как его действия по имеющейся оперативной, достоверной информации правоохранительных органов, он готовил именно провокации в преддверии выборов президента Российской Федерации в Южной Осетии. Сегодня исполнилось бы 100 лет известному осетинскому поэту, писателю, драматургу и публицисту Сергею Хачирову. Сергей Хачиров родился 1 марта 1918 года в селе Цубин Южной Осетии. Учился в педагогическом техникуме, затем в пединституте и в аспирантуре Северо-Осетинского пединститута, где и занимался изучением осетинской литературы. Работал в редакции газеты «Молодой коммунист», в газете «Растинат». В 1955 году переехал в Цхинвал. Работал в местной редакции литературно-музыкальных радиопередач в издательстве «Иростун». Был редактором отдела прозы журнала «Фидивак». Автор «Песня о героях», «Дудар и его друзья», драматической поэмы на основе нардского эпоса «Фалсетта». Исторические повести, посвященные революционному движению начала XX века на Северном Кавказе, изданы на русском языке в Москве и Владикавказе. Сергей Хачиров почитаем в Южной Осетии как народный поэт, выдающийся гражданин и мастер осетинского слова. Песни на стихи Сергея Хачирова пользовались большой популярностью в Советской Осетии и стали считаться народными. Yirjach, ravdal man je farmei, mich schar elftau ich schar, yirjach eine kachte karmei, atai, maraj vandajitar. Wat kut zures niet sei agal gestag, yiratane azachel gabaz. Wezak taiwa minaste kuchestam, wad nabat, wagone yiretas. В столице прошел концерт Государственного детского хора мальчиков при президенте под руководством директора и художественного руководителя, народного артиста Республики Южная Осетия Анисима Дзаттьяте. Были исполнены песни как на осетинском языке, так и на русском и абхазском. Своими впечатлениями делится Анжела Кокоева. В Государственном киноконцертном зале «Чермен» состоялся концерт Государственного детского хора мальчиков при президенте Республики Южная Осетия под руководством директора и художественного руководителя, народного артиста Республики Южная Осетия, заслуженного деятеля культуры Республики Северная Осетия Аланя, лауреата Государственной премии имени Костахи Тагурова Анисима Дзаттьяте. На концерте присутствовали и почетные гости во главе с президентом Анатолием Бибиловым. В репертуаре хора в основном песни на осетинском языке, но есть и на русском и абхазском языках. Музыку ко многим произведениям пишет сам Анисим Дзаттьяте. Патриотические песни юноши поют с особым темпераментом. Анисим Дзаттьяте, руководитель хора, всецело посвятил себя своей работе. Зрители с удовольствием прослушали несколько песен в исполнении юных хористов. Концерт собрал полный зал. Концерт вместе с Армат Кависов. В завершении концерта зрители аплодировали стоя. У всех были только самые теплые впечатления. Хочу поблагодарить Анисима за то, что он столько времени уделяет своей работе. Его труд в первую очередь направлен на то, чтобы популяризировать осетинские песни. Он очень талантливый человек, мудрый и тактичный. Я хочу пожелать ему всего самого наилучшего. Дай Бог ему сил и здоровья. Спасибо ему за этот концерт. История хора связана в первую очередь с исполнением героических песен. Добрые отзывы о единственном хоре нашей республики придают дополнительный стимул для усовершенствования. Анжела Кокоева, Александр Кокоев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 2 марта.
В Знаурском районе республики завтра, 2 марта, переменная облачность. Днем +5, ночью -1. В Цавском районе также переменная облачность, возможен снег. Днем +2, ночью -3. В городе Квайса переменная облачность, снег. Днем нулевая температура, ночью -3. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность. Днем +6, ночью 0 градусов. В столице республики в Схинвале переменная облачность. Днем +5, ночью -2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.